Ямы и непроходимые лужи теперь в прошлом. Хоть работа проведена еще не до конца, но улицу Таргимская уже узнать сложно. Капитальный ремонт здесь начали в апреле. Рабочие провели фрезерование асфальтобетонного покрытия и уложили часть асфальта толщиной 6 сантиметров. Ради конечного результата местные жители готовы вытерпеть временные неудобства. Старый асфальт был неудобный, кривой, как сказать, некрасивые, трески были неудобные и на машине, и на велосипеде. Сейчас положили новую, удобно будет. На машине, на велосипеде каждый день кататься, здесь удобно, комфортно. Протяженность улицы чуть больше километра. В капитальном ремонте дорога нуждалась давно. После укладки асфальта идет завершающий этап. Чтобы уложиться в сроки, на участке работают сразу несколько бригад. После укладки идет обустройство дороги, то есть это будет разметка и устройство дорожных знаков. Износ очень большой был, это уже лет 24, наверное, года уже здесь как ложили последний раз асфальт. И большой износ был существующего асфальтового покрытия, поэтому необходимо было перекрыть эту дорогу, чтобы для водителей было приятно ездить. Все работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще одна улица, ремонта которой ждала, можно сказать, вся Ингушетия. Здесь работы уже на завершающем этапе. Протяженность дороги почти 2 километра. Теперь осталось установить дорожные знаки и нанести разметку и пешеходный переход. Автолюбители отмечают, на этой улице теперь праздник. Да, садол дебил açın, yedik diye açın, diğer çoğu ne kadar ettu بعد عم حداك حلقة قاقش داخروز، عم خلدر حوا خلدر قاقش داخل، ما خدي مش شو خير، دركم مش ميوين حزجنا، خلي لنا غوز. Ключевая цель национального проекта – повышение качества жизни населения. Именно поэтому особое внимание уделено восстановлению дорог к социальным объектам. Всего в Назрани в этом году будет отремонтировано 9 улиц. За ходом работ регулярно следит местная администрация. Мы никаких там замечаний пока не увидели, чтобы их можно было сделать. Мы в том числе и обращаем внимание на пожелания жителей этих улиц. Потому что бывают такие просьбы, чтобы немножко и прилегающую территорию заасфальтировать, там, где еще, может быть, бордюры заменить. Поэтому и с жителями общаемся, и сами смотрим за качеством. Для нас это огромное подспорье, так скажем, потому что работы дорогостоящие. Сама администрация навряд ли смогла бы за свои финансы отремонтировать столь большие и важные улицы, поэтому федеральная программа нам помогает. График работ расписан до мелочей. Ремонт на объектах планируется завершить в конце июля. Малика Измайлова, Алисхан Горовожев, Магаз 24.